регион с лучшими профессорами, доцентами Московской консерватории, которые дают свои мастер-классы, по итогам которых мы вручаем наши стипендии. И даже если не вручаем стипендии, то они у нас на галочке, на заметочке. Поэтому, естественно, мы делаем такой большой объединенный концерт. Я их, так сказать, представляю, мы разжигаем наш семейный очаг. И вообще, на самом деле, я уже знаю итоги мастер-класса доцента Дениса Чифанова в Московской консерватории. На уровень замечательный. И 3 стипендии мы даем 3 пианистам. Это очень большое достижение, на самом деле. Потому что, ну, сказать, объяснить, что это не для всех новые имена, да, это избранные, это самые уникальные искорки в регионах. И дать 3 стипендии это очень неплохо, потому что для нас это первый раз здесь, по большому счету. И я очень рад, что мы приехали сюда. И я уверен, что каждый из них будет нашим настоящим питомцем. Мы будем приглашать их в летнюю творческую школу в Суздале, и другие концерты, конкурсы, будем следить за их развитием, будем на связи с их педагогами. Этот марафон далеко уже не первый. Для вас не первый? Ну, нет, марафон сам первый, он впервые проводится, а сам конкурсы уже не первые. Ну, он довольно был нелегкий, так скажем. Ну, да, это дополнительные занятия, потому что нужно, у нас в городе немного сильных людей, поэтому приходится, чтобы быть, так скажем, их лучше, приходится заниматься больше. Когда вы стали понимать, что у вас получается, что вы можете стать музыкантом, а не просто вот для себя что-то? Наверное, в лет 6, когда я была в Стокгольме и заняла 1 место. Вот нынешний конкурс, сложный ли он для вас был, и ожидали ли вы, что все-таки получите вот эту стипендию? Я просто выполняла свою работу и пыталась ее сделать на максимуме. И у меня это получилось.